Обычно вот эти злоумышленники, они работают в команде. Вот как действительно понять путь преступника, почему это случилось в его жизни? Он срывал шапки, срывал цепочки золотые с женщин, сумки воровал. Вы каждый день видите не самые лучшие, не самые красивые проявления поведения человека. Тут наша каждодневная, повседневная задача – выявлять эти преступления, раскрывать эти преступления и помогать населению не попасться на различного вида преступления. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о киберпреступлениях, что движет нарушителями закона и как нам вести себя, если рядом происходит что-то подозрительное. Мой собеседник – замначальника управления по борьбе с киберпреступностью Ильдар Гизатуллин. Наконец-то мы узнаем природу таких явлений и почему даже самые опытные пользователи попадаются на крючок. Ильдар Амилевич, здравствуйте. Здравствуйте. Признаюсь сразу, я вас пригласила сюда с корыстной целью, чтобы соломку подстелить, чтобы знать, как вести себя с хакерами, если, не дай бог, случится такая вот атака, кибер. Спасибо, что позвали. Спасибо, что пригласили. Готов ответить на любые ваши вопросы. Из чего состоит ваша работа? Давайте начнем с того, что мы живем век информационных технологий на сегодняшний день. Все сферы жизнедеятельности человека развиваются стремительно во всех направлениях, поэтому закономерно, что и преступность развивается, растет, изменяется, видоизменяется, приспосабливается. И как раз вот моя работа и работа подразделения, в котором я работаю, связана с тем, чтобы противодействовать и бороться с этой преступностью в сфере информационно-коммуникационных технологий. Очень интересно. Так. Вот и, в принципе, это вот наша каждодневная, повседневная задача – выявлять эти преступления, раскрывать эти преступления и помогать населению не попасться на уловки мошенников, не попасться на различного вида преступления. А вы о такой работе с детства мечтали? Да, это была детская мечта – стать сотрудником изначально милиции, стать милиционером. И у меня есть и родственники, которые в этой сфере работали, поэтому как бы на их примере, смотря на их героическую профессию, я выбрал для себя вот эту профессию. В правоохранительной системе я работаю более 20 лет. Как и многие, в Уфимском юридическом институте обучался здесь, в городе Уфе. Потом работал в подразделениях уголовного розыска, в других подразделениях. И относительно недавно, в районе около года назад, я начал работать в подразделениях, связанных именно по борьбе с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий. В принципе, практически с момента создания данного управления в системе МВД в Республике Башкортостан. Профессия как-то изменила ваш характер? Все-таки вы каждый день видите не самые лучшие, не самые красивые проявления поведения человека. Тут надо сказать, что любая, наверное, профессия накладывает свой отпечаток на характер человека. В любом случае, работая в той или иной сфере, вот эта профессиональная деятельность, она меняет человека. Может быть, я, работая в структуре правоохранительного органа, может, как-то стал жестче, может, как-то нетерпимее к каким-то несправедливостям в отношении граждан. Но в любом случае, этот вопрос, наверное, следует адресовать тем, кто вас окружает. Да, семья, коллеги по работе, которые в определенный длительный промежуток времени наблюдали за мной и видели, как я менялся. В любом случае, я надеюсь, что мое именно отношение и мое стремление помогать людям, оно только крепнет, как у сотрудника полиции. Ильдар Амилевич, а вам не было страшно, когда вы первый раз увидели преступника? Как такого страха не было. Первого, так называемого, живого преступника я увидел, как раз начинал, когда работать в подразделениях уголовного розыска. Это еще давно было, когда не было всех этих цифровых технологий. Да, верно? Цифровые технологии только зарождались. Мы работали, вообще называлась милиция. И живого преступника, мы как раз задерживали преступника, который занимался грабежами на территории города Уфы. Он срывал шапки, срывал цепочки золотые с женщин, сумки воровал. И вот для меня было интересно то, что когда мы его задержали, я смотрел на него, я первый раз столкнулся после школы МВД с живым преступником, и смотря на него, я сделал для себя такое умозаключение о том, что он со стороны ничем не отличается от обыкновенных граждан. То есть, именно его преступность, это характеризуется уже его совершенными поступками. А так, обыкновенный человек. Вот это было для меня... Удивительно, да? Да, как-то я на это очень обратил внимание. Иногда говорят, человек оступился, а иногда говорят, он давно к этому шел. Как действительно понять путь преступника, почему это случилось в его жизни?
Ну, это все очень индивидуально, потому что бывает, что есть, например, люди, о которых говорят, что никогда бы не подумал. Да. Никогда не подумал, да. А потом начинаешь разбираться, он вроде и не оступился, а умышленно пошел на какой-то противоправный шаг. А те, есть которые, да, у которых есть предрасположенность к совершению преступления. Здесь вот нету такого прям определенного алгоритма, где, чтобы точно понимать, что это преступник, а что это, возможно, только оступится. У любого человека, возможно, какие-нибудь сложившиеся жизненные обстоятельства, в которые могут его подтолкнуть на совершение преступления. Тут поэтому все очень индивидуально. Да, действительно индивидуально и, наверное, непросто. Вот сложно оставаться эмпатичным в такой работе. Без этого никуда, потому что если отбросить эмпатию и на каждый случай смотреть как-то шаблонно, то здесь положительного результата не будет. Здесь к хорошему результату ты не придешь. В любом случае нужно обращать внимание на каждого человека, что его подвигло к совершению преступления. И в случае с потерпевшими к ним тоже относиться соответственно. Не так, что они там прибавляют нам работу, а наоборот, мы и для этого призваны для работы, чтобы им помогать. Поэтому здесь эмпатия обязательно нужна. Многие преступления совершаются из-за нашей беспечности. Вот чем руководствуются преступники, когда они выбирают жертву среди нас? Жертв выбирают по определенным категориям все равно. Вы имеете в виду, наверное, потенциальные какие-то жертвы, да, что преступник, смотря на человека, думает, что все это потенциальные жертвы. Да. И даже, знаете, с пожилыми людьми понятно, но ведь и молодежь выбирают. Да, успешных людей. Тут же есть именно два фактора, которые определяют жертву, которые в последнее время больше всего именно подпадают под воздействие именно таких мошенников, допустим, под воздействие других преступников. Здесь именно два фактора. Это доверчивость, беспечность и доверчивость, и алчность. Соответственно, доверчивость. Человек, безусловно, доверяет тому человеку, который к нему обращается, некому доброжелателю, который готов ему помочь в чем-то, якобы готов помочь, предлагает ему, протягивает руку помощи. Он безоговорочно ему верит и, соответственно, попадается на уловки. И вместе с тем есть такая категория людей, которые ищут легкой наживой. Это тоже своеобразная категория для преступников, как потенциальные жертвы, потому что они видят, что человек падок на эти легкие деньги, использует это, соответственно, человек и деньги не зарабатывает на этом, наоборот, теряет. Постепенно предлагаю перейти непосредственно к вашему направлению. Смартфон сегодня – это такой мини-дневник, где и кошелек, и переписка вся, и лучшие фотографии – самое родное, самое дорогое. Но если телефон попадает в руки хакерам, все, беда, караул. Есть ли какое-то наказание, если человек проник в мои данные? Конечно. Здесь очень широкий спектр вообще и преступлений, совершаемых в этой области, и наказание, предусмотрено здесь вплоть до уголовной ответственности, связано с лишением свободы. Сколько? Разные вариации, здесь в зависимости от именно вида совершенного преступления. Потому что если мы, например, рассматриваем статью 272 Уголовного кодекса, это неправомерный доступ к компьютерной информации, когда человек просто получает доступ в ваши личные данные, заходит, получает конфиденциальную информацию, которую вы пытаетесь отгородить, это определенный состав. Если он таким образом, получая эти данные и доступ к вашему смартфону, пытается совершить хищение денежных средств, либо вообще вымогает у вас денежные средства, либо как-то вас пытается дискредитировать, это, соответственно, вообще другие составы преступления и другие меры ответственности. И да, очень важно, тут вы правильно отметили, что смартфон, вся наша жизнь теперь в смартфонах. К сожалению, да. Электронные носители информации, смартфоны. Мы просыпаясь, начинаем с этих электронных носителей, гаджетов, и в течение дня они нас сопровождают, и засыпаем, мы тоже ложимся спать с ними. И вся наша жизнь, вся наша конфиденциальная информация, сведения о наших банковских счетах, о наших каких-то тайных секретах, это все в наших телефонах, в наших смартфонах, в наших гаджетах. Поэтому очень внимательно к ним надо относиться, бережно. Про телефоны, раз уж мы заговорили, под алкогольной зависимостью многие преступления совершаются. Например, в кафе, в ресторанах. Просит телефон позвонить другу, потому что там батарея села, или такси вызвать, да? И устанавливают жучок. Как понять, что с телефоном что-то не то? Знаете, здесь бывают случаи, что это сделать практически невозможно. Да, есть вредоносные программы, которые при установлении на ваш сотовый телефон, на ваши другие электронные какие-то гаджеты, какие-то признаки есть. Бывает, что например, он перегревается, бывает, что чрезмерная разрядка батареи,
либо перезагрузка непроизвольная телефона. Ни с того ни с сего, да? Да. Выключается и это есть такие вредоносные программы, но рядом с ними есть те вредоносные программы, которые на порядок качественнее, и существование этих вредоносных программ в ваших электронных носителях вы никак не заметите. И их можно распознать только обладая какими-то специальными познаниями, либо через какие-то специальные программы. Поэтому, возвращаясь вот к предыдущему вопросу, это очень такой щепетильный вопрос, бережное отношение к своим электронным носителям информации. Никому не давайте. Некоторые люди шифруют переписки и используют VPN. Вот этот сервис в России, он вообще разрешен или нет? Запрета как такого на использование этих сервисов нету, если они только не запрещены Роскомнадзором официально, потому что некоторые блокируются Роскомнадзором. Вместе с тем надо отметить, что использование этих сервисов, если вы используете сервисы, допустим, ищете какую-то целенаправленную экстремистские материалы, то этого делать нельзя, потому что после введения последних изменений в законодательство за это предусмотрено наказание в виде штрафов. И к тому же хочу сказать, что согласно Уголовному кодексу, использование таких сервисов, которые ограничены в доступе, использование данных сервисов при совершении преступления является отягчающим обстоятельством. Некоторые люди хранят свои документы в облаках. Это специальное хранилище для файлов. Вообще, если взломали доступ к облаку, то что тогда делать? Облако – это такое же хранилище информации, в принципе, как и материальное, поэтому к нему также пытаются злоумышленники получить какие-то ключи, доступы, где хранятся информация, пытаются вытащить оттуда всю информацию. И если вы столкнулись с тем, что у вас получили неправомерный доступ к вашему хранилищу, естественно, надо все это не держать в себе, а сообщать в правоохранительные органы, потому что здесь очень важным фактором является именно не упустить момент, потому что успеть зафиксировать следы преступления, куда они ведут, куда ушла информация, кто этим пользовался, потому что некоторые пытаются, используя какие-то определенные программы, зачистить, либо сами найти какие-то концы и, наоборот, усложняют работу правоохранительным органам. Поэтому, если вы столкнулись с таким неправомерным доступом к вашей информации, обязательно обращайтесь к сотрудникам правоохранительных органов, которые постараются в максимально короткие сроки зафиксировать именно, откуда была угроза, откуда поступила, что они смогли сделать и куда, соответственно, дальше ушла информация. Ильдар Амильевич, а вообще много поступает жалоб от населения? Рост этих совершений преступления, это все характеризуется тем, что... время такое, Время такое, да. Мы сейчас живем в такое время, когда практически все преступления можно совершать, используя информационные коммуникационные технологии. Допустим, раньше, например, совершались уличные преступления, грабежи, какие-то разбои, кражи, а сейчас человек может, сидя у себя в квартире, имея какой-то удаленный доступ к какому-то счету, допустим, к какому-то другим каким-то ресурсам, может безболезненно, на данный момент именно, когда в момент совершения преступления, совершать преступление, минимизируя свои риски. Соответственно, как изначально, с чего мы начали разговор, преступность тоже в этом направлении развивается и растет. И преступления в этой области растут. Как мне представляется, хакер – это такой молодой человек, обязательно в капюшоне, он сидит, там что-то делает нехорошее, да, а в фильмах показывают сейчас и кибербригады есть даже. Как на самом деле орудуют преступники? Можем мы такую информацию вообще рассказывать? Тут, да, здесь секретов никаких нету. В принципе, хакер в капюшончике, который сидит за компьютером там у себя в комнатушке, он продвинутый, пользователь. Это тоже больше киношный образ. Потому что для того, чтобы, допустим, вскрыть какую-то систему безопасности, допустим, крупную какую-то финансовую организацию, либо другую организацию, естественно, которая масштабно работает, у них своя система безопасности на довольно хорошем уровне. И здесь усилия одного человека, да, он может какой-то вред причинить вред этой организации, но это определенно требует от него усилия и, соответственно, увеличивает время совершения этих действий. Поэтому обычно эти злоумышленники, именно эти хакеры, которые работают друг с другом, они работают в команде. Это не обязательно, что они там сидят в одной комнате, все вместе за одним столом. Они могут располагаться в любой части мира и работать одновременно, суммируя свои усилия, уже совершать эти кибератаки. Какой возраст? Миллениалы, скорее всего, плюс-минус. Возраст очень разный. Естественно, больше молодежи, да. Но, несмотря на это, есть и люди довольно преклонного возраста, которые хорошо в этом разбираются, которые, возможно, стояли у истоков, допустим, каких-то там начинаний в этой области, либо освоили для себя профессию уже данную и развиваются в этой области.
Несколько вопросов из области литературы. Да? Мы часто читаем про преступления, про различные убийства, грабежи и прочее. И Достоевский, и Агата Кристи, и Эркюль Пуаро, и мой любимый Хичкок с ужастиками. Почему мы любим это читать? Почему мы любим смотреть такие фильмы? Что нами движет? Ну, нами же тут движет, здесь же секретов А потом нет. криминальные новости, это же вообще целая ветка там отдельная. Ну, тут же, понимаете, тоже тут надо обращать внимание, что идет героизация вот именно вот этих героев, что они, будь то они там преступники или они полицейские, здесь же делается акцент на личности. Именно, да, вот именно и писателями часто это используется, и психология убийцы. Да. Они начинают показывать конкретного человека с его проблемами житейскими, бытовыми. И если даже он преступник, человек уже потом начинает ему сопереживать и хочет, чтобы он достиг тех результатов, которые он перед собой ставит. И поэтому одинаково у нас, наверное, популярны и фильмы и про бандитов, и про полицейских. И как бы мы, смотря эти фильмы и сериалы, и читая эти книги, одинаково сопереживаем и тем героям. Но это образ, который создается на экране, и человек... так устроен, что он начинает непроизвольно переживать им. Но сегодня образ в кинематографе полицейских такой бравурный, да? Не так, как раньше снимали в перестроечные годы. Ну, раньше были такие произведения, которые восхваляли именно профессию. Но я про сериалы сейчас, вот популярные. Ну, да, их может... Образ формируется полицейского так, как надо. Да, образ формируется, да нет, и раньше были такие. И приятно смотреть, я хочу сказать. Ну, и место встречи изменить нельзя, допустим. Ну, это да, это классика, конечно. Следствия ведутся такие, допустим. Вот, пожалуйста, вам тоже образы. А если рассмотреть психологию телезрителя, почему мы-то смотрим? Потому что это где-то там далеко, а у нас в домике ничего не происходит, нам не страшно. Мы-то почему смотрим? Ну, естественно, это же та область, которая для простого обывателя, по большому счету, закрыта. То есть он... по крайней мере, думать, что никогда с этим не столкнется. Да. И это именно сведения, вот эта информация, она находится за каким-то занавесом для них. Ну, естественно, как бы для человека всегда интересно что-то заглянуть за угол и посмотреть под что-нибудь. И поэтому, если это все именно хорошо еще преподнесено, все это поэтому вызывает такой живой интерес. Что-то мы отвлеклись. Давайте вернемся непосредственно к вашей работе. Тоже случай из практики. Мужчина продает ноутбук, и через полгода выясняется, что с этого самого ноутбука была совершена кибератака. Вот как наказать виновного и вообще как это происходит? Тут... Это распространенный случай. Да, это довольно распространенный случай. Не только ноутбуков касаемо, понятно, но и других там электронных носителей. Да. Но тут надо именно работа правоохранительных органов заключается в первую очередь в разграничении именно в моменте, до какого момента он имел в пользовании гражданин, который потом, вот как вы говорите, продал свой ноутбук. Это, в принципе, на сегодняшний день легко устанавливается, поэтому разграничиваем именно до какого момента у него был в пользовании, когда он продал, и уже дальше начинаем разбираться, с какого времени совершено именно преступление с использованием этого гаджета. Откуда был вход в сеть, интернет, допустим, какие ресурсы использовались, какие там сервисы подключались. В принципе, это обычно наша рутинная работа. Такие преступления совершаются зачастую очень часто, поэтому часто с такими преступлениями сталкиваемся. И, в принципе, механизмы здесь уже отработаны. Пожилых людей уж очень опекают мошенники. Угу. Сколько объясняем, сколько рассказываем, но ведутся все равно наши пожилые люди на ухищрения, различные схемы. Почему это происходит? Тут, знаете, я сейчас что хотел как раз обратить внимание ваше и зрителей, рассказать про способ совершения мошеннических действий. Один из способов в последнее время, который наиболее часто используется, который как-то характеризует именно, почему люди ведутся на мошеннические действия. Мы почему начинаем разговаривать с мошенниками? Потому что мы же не думаем, что это мошенники. Мы предполагаем, что это... У нас доверие есть. Да, мы начинаем думать, что это либо государственные какие-то органы, либо какие-то органы, которые помогают государству, либо хотят помочь нам. Мы же не разговариваем умышленно с мошенниками. Для этого, именно для этой цели, мошенниками придуман способ, который хочу предупредить их, что такой способ существует, чтобы они не попадались. Человеку поступает звонок. Он сидит, занимается своими делами, поступает звонок от различных там служб, курьерская служба, доставка, очередь в больнице его там продвигает. И ему называют условно там трехзначный какой-то код.
Он без задней мысли продиктует этот код, диктует, и все, как бы на этом разговор заканчивается. Вот этот код, который он продиктовал, он зачастую не дает трехзначный, зачастую не дает никакого доступа никаким ресурсам, ни к госуслугам, ни к каким-то банковским Да системам. что вы. Да. После этого, буквально там, либо на этот, либо на следующий день, человеку приходит смс-сообщение, либо уведомление там в почте о том, что для его аккаунта, допустим, на портале государственных услуг, зарегистрирована активность, не характерная для данного региона. То есть вы проживаете в городе Уфе, Республика Башкортостан, а вам говорят, а у вас вот ваши госуслуги заходили там, в Новосибирской области. Естественно, человек начинает думать и начинает вспоминать. Да, я вчера кому-то диктовал код. Видимо, вот этот код использовали для того, чтобы взломали. И дальше приписка в этом сообщении. Если это не вы, если вы не заходили на ваш портал вот с такой-то области, можете позвонить по телефону горячей линии. То есть там предлагается номер, да? Да, там предоставляется номер, и человек сам своими руками набирает этот телефон, звонит уже, не ему звонят, а он сам звонит и попадает мошенникам. Да, у него даже мысли нету о том, что он разговаривает с мошенниками, он уже звонит в государственный орган, государственный хочет получить от государственного органа определенную помощь. Да, на его звонок отвечают квалифицированные, грамотные ребята, которые определенным образом по алгоритму там действуют, которые знают о нем определенную информацию. Соответственно, у человека даже мысли нет о том, что он разговаривает с мошенниками. Он уже полностью погружен в этот разговор, он думает, что он действует с государственными органами и готов полностью предоставлять дальше сведения, чтобы только ему помогли. Какой ужас. И что делать, куда звонить, если не туда? То? Звонить правоохранительным органам. Если вы столкнулись, естественно, с такой ситуацией, в первую очередь надо обращаться в правоохранительные органы. Поэтому мы уже там дальше разберемся, кто вам звонил, какой код вы продиктовали, осуществлен ли доступ к вашим государственным услугам. Здесь уже вот просто не надо самостоятельно какие-то решения принимать, звонить куда-то, пытаться помочь. Обращайтесь в правоохранительные органы. Полиция никогда не откажет, разберется в этих ситуациях и по полочкам разложит. Действительно вас взломали или просто под предлогом вашего взлома пытаются, наоборот, вас обмануть в дальнейшем. Так, идем дальше. Искусственный интеллект. Все чаще мы начинаем не только восторгаться, но и пугаться его возможностям, потому что он уже генерирует наши изображения и повторяет наш голос, и уже даже отправляет рандомно сообщения от себя разного содержания. Как тут быть и вообще, как себя обезопасить? Искусственный интеллект развивается очень стремительно. Обезопасить себя здесь, если, допустим, если конкретный случай рассматривать, если к вам приходит уведомление от ваших там якобы знакомых, либо от ваших там руководства, начальника, да. Все нормально. Да, о том, что вот я такой-то, нужна срочная помощь, там свяжись с тем-то, либо отправь деньги. В первую очередь, визуально вы можете даже не определить это все. Визуально действительно с вами там может разговаривать ваш условный начальник, ваш коллега, ваш родственник. В данном случае обязательным условием является, что вы должны через другие каналы связи связаться с этим человеком и убедиться, действительно ли он с вами связывался и действительно ли он просит у вас помощи. Это вот действенный способ, который сразу определить. Он скажет, да нет, конечно, какой голосовой. То есть перезвонить сразу? Перезвонить по другим каналам каким-то связи. Либо зачастую у нас как бывает, что начальник там буквально условно сидит на втором этаже, подчиненный на первом этаже, он ему пересылает сообщение, он даже не удосужится до него дойти. Да дойдите до руководства. Это не будет таким грубым нарушением субординации. Лучше перестраховаться, чем потом пожинать вот эти плоды. Ох, телефон сегодня не только средство связи, но и оружие, к сожалению, для киберпреступников. Не могу не спросить еще один вопрос. Шумевшая история ужасная из Казахстана об убийстве Султанат Нукеновой. Ее убил ее муж. И там была такая одна деталь. Значит, после уже убийства он попросил брата, чтобы тот забрал ее телефон и возил по городу, для того, чтобы заметать следы. Такая вот ухищренная система, как мне кажется. Используется такое тоже, да? Я удивилась, например. Да, это используется, но это использовалось и ранее, преступники зачастую там оставляли телефон в одном месте, преступление совершали в другом месте, якобы там привязка именно к гаджету. И сотрудники полиции об этих всех ухищрениях знают, и наши технологии не стоят на месте, поэтому использовать такой способ для сокрытия. Это примитивно уже, да? Это довольно-таки примитивно, да, и легко устанавливается, поэтому советую не использовать такой способ. Вообще не советую совершать преступления, а, соответственно, и скрывать. Еще вопрос. Люди смотрят телевизор, смотрят эти фильмы.
Есть преступники, которые повторяют вот эти действия, потом копируя все-таки. Вот такой пример, он есть в вашей жизни? Повторяется и встречается? Ну, такие случаи, да, встречаются, но это больше те случаи, которые из категории преступлений, которые наиболее распространены. В принципе, там и фильмы, и сериалы рассказываются не о новых каких-то способах совершения преступления, а и берутся из живой практики, в принципе, преступления. Ильдар Амильевич, у меня остался один последний вопрос, но он такой философский, конечно. Что должно измениться в нашем обществе, чтобы преступлений стало меньше? Ну, здесь мышление, наверное, населения. Они должны понимать, что вокруг очень много негативных факторов, очень много преступников, которые готовы воспользоваться доверчивостью наших граждан, готовы воспользоваться тем, что у нас зачастую люди доброжелательные, добрые, готовы там оказать помощь людям, находящимся там в беде. И вот это зачастую используется при совершении преступления, при завлечении, когда этих людей в эти ловушки. Поэтому, в первую очередь, да, у людей должно поменяться мышление о том, что нужно внимательно относиться ко всем факторам. Не надо думать, что это пройдет мимо вас, что вы никогда это вас не коснется ваших родных, близких. Это может произойти со всяким. Потому что, вот, исходя из практики, под воздействием именно мошенников может попасть любой человек. Нету определенной там градации по возрасту, по профессиям, что только такие-то попадают под воздействие мошенников. Нет. Начиная вот с самого юного до самого пожилого возраста и начиная с профессий самых простых, заканчивая там с докторами наук, да, любая профессия. Все да, попадаются. Все могут попасть под воздействие. Понятно. Я благодарю вас за этот ценный, полезный разговор. Понятно, что мир цифровых технологий не терпит наивности. Нужно ставить хорошие пароли, а не 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, да, с буквами и с цифрами, и устанавливать антивирусы. В общем, бдительность – наше все. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Мир меняется, преступления уходят в онлайн, но с нами по-прежнему те, кто стоит на защите. Уже не только улиц и наших семей, а наших данных и по-прежнему нашей спокойной жизни. Полицейские делают это без громких слов, потому что таков их профессиональный долг. И за это им огромное спасибо.